Салям алейкум, здравствуйте! В эфире телеканала Милет, программа «Бызым Аккымыс. Наше право» и я ее ведущая Оксана Лобода. Сегодня мы будем говорить о том, как иностранным гражданам защитить свои права в миграционной сфере, получить патент на работу или оформить разрешение на временное проживание. Также мы узнаем, в каких случаях, например, граждане Узбекистана, приехавшие в Крым на постоянное место жительства, имеют право на получение вида на жительство и как оспорить в суде отказ ФМС в российском гражданстве. Разобраться в этих непростых вопросах и получить исчерпывающие ответы нам поможет юрист Артем Ерофеев. Артем Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер, Оксана. Артем Анатольевич, расскажите, пожалуйста, как быть тем гражданам, которые в судебном порядке установили факт проживания в Крыму, и, несмотря на это, ФМС все же отказывает им в предоставлении российского гражданства? В этих случаях нужно обязательно оспаривать такой отказ в суде. Да, это более сложно, чем установить факт, однако уже есть судебные прецеденты, согласно которым такое оспаривание является успешным. Что это все означает? Что если вы установили факт в суде, что вы постоянно проживали в Крыму на 18.03.2014, сдали документы в ФМС, после этого ФМС вам отказала, то отчаиваться не стоит. Вы получаете письменный официальный отказ ФМС, как правило, он приходит по почте с подписью и печатью, и затем на его основании, желательно с помощью юриста, потому что там чуть более сложно, чем установить факт, и желательно с помощью юриста составляете административное исковое заявление, именно административное исковое заявление. В этом заявлении вы, по сути, будете просить признать незаконным такое отрицательное заключение ФМС. Да, и в первой инстанции надо ожидать и спокойно относиться к тому, что вам могут в первой инстанции судебной по оспариванию отказать. Отчаиваться не стоит. Государственная пошлина составляет 300 рублей. Обязательно стоит подавать после этого апелляционную жалобу, которая составляет госпошлина 150 рублей. Исходя из судебной практики, которая потихонечку меняется в Республике Крым и в городе Севастополе, у вас есть при этом все шансы отменить незаконное, по вашему мнению, заключение ФМС о том, что вы не гражданин Российской Федерации. И апелляционный суд с высокой долей вероятности может признать такое заключение незаконным и обязать ФМС выдать вам паспорт. Поэтому в этих случаях в любом случае нужно обжаловать в суде. Очень важно соблюсти срок для обращения. Он составляет 3 месяца. Это очень важно, поскольку если вы получили, например, 1 января 2017 года такое заключение ФМС, то до 1 апреля нужно его подать в суд. Даже если вы подаете, если не успели приготовиться, пошлите почтой хотя бы за пару дней любое административное исковое заявление. Можно не все аргументы в нем указать. Главное, чтобы оно зашло в суд первой инстанции. Вы вправе потом дополнить аргументы, приобщить дополнительные материалы к материалам дела, дополнительные документы. Обязательно за то время, пока вам отказал ФМС, и вы начали оспаривать вот это вот в заключении ФМС, обязательно соберите дополнительные документы. Например, за то время, пока вам отказывали, пока вы здесь жили и работали, также берите справки о том, что вы, например, обращались в больницу, может быть, воспользовались какими-то услугами, может, вступали в наследство, покупали машину, недвижимость, как иностранцы. Это может сыграть важную роль. Очень важную роль, да. Да, вам суд может сказать, что это не совсем актуально, поскольку мы оспариваем отказ ФМС. Несмотря на это, обязательно письменно просите суд в суде приобщить к материалам дела и новые уже там 2016-2017 года такие доказательства. Они потом важную роль сыграют в апелляционном суде, если до него дойдет. Артем Анатольевич, скажите, пожалуйста, есть ли в вашей практике случаи, когда вот такие подобные отказы ФМС в выдаче гражданства, несмотря на решение суда, да, которое было ранее, например, о том, что человек установил факт проживания в Крыму на момент присоединения Крыма к Российской Федерации, вот такие решения, когда удавалось оспорить вот эти решения ФМС, были ли вы? Да, Оксана, есть такие решения. Непосредственно в моей судебной практике, я думаю, что и у других юристов Крыма и Севастополя они тоже уже есть. Например, у меня было решение вынесено 10 мая этого года, то есть совсем недавно, как раз именно в такой ситуации. После получения решения суда первоначально об установлении факта моего клиента, она также передала все документы ФМС, однако получила отказ. Вот на что мы подали уже вот это вот административное исковое заявление. Его нам в первой инстанции, все это происходило в Севастополе, отклонили, сказали, что все законно в действии ФМС, с чем мы не согласились, заплатили 150 рублей государственной пошлины и подали апелляционную жалобу.
которую спустя уже некоторое время, 10 мая, апелляционный суд Севастополя удовлетворил и признал действия и заключения ФМС незаконными и обязал ФМС рассмотреть повторно возможность выдачи паспорта моей клиентке. Но мы уже узнавали, что на практике в жизни это означает, что паспорт ей дадут практически на 100%. То есть ФМС второй раз уже не собирается с судами спорить. Хочу также отметить, я думаю, это будет многим информация интересна, что по данным видам дел обязательно у представителя должны быть с собой и вообще и с собой в суде документы о том, что у него есть юридическое образование. Это такой нюанс, который нужно знать, потому что если вы придете кого-то своего хорошего знакомого или просто кто разбирается в этом, но он не имеет формально юридического образования, нет диплома, то его в зале суда не примут как представителя. Это надо учитывать. Также для удешевления процесса не надо давать доверенность такому представителю. В таких процессах вы можете просто в зале заседания, в начале заседания сказать: я прошу вот Иванова Ивана Ивановича привлечь моим представителем. Не обязательно делать нотариальную доверенность, тратить 1200 рублей на это. Одного заявления вполне хватит. Я думаю, это будет очень полезный такой практический совет. Я специально вот на этом делаю акцент, потому что многие бытовые нюансы вызывают затруднения, раздражение и очень много нервов. Еще хочу на секундочку вернуться к сроку. Трехмесячный срок для обжалования нужно строго соблюдать, потому что если вы вовремя, хотя бы накануне последнего 90-го дня, уже с момента получения письма в ФМС не сдали документы в суд, то затем вы будете вынуждены доказывать, что вы не могли этот срок соблюсти, что вы куда-то уезжали или болели. Это, как правило, почти нереально. И из-за такого пустяка вы можете, правда, лишиться гражданства. Поэтому строго соблюдайте трехмесячный срок для обращения в суд по данным видам дел. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а в какой суд вот непосредственно нужно обращаться гражданину, если он получил отказ ФМС, например, выдачи ему гражданства в суде первой инстанции? Такой суд – это тот же самый суд, в котором вы устанавливали факт. Если только за время, прошедшее все эти процедуры, пока вам отказывал ФМС и прочее, вы не поменяли место жительства фактическое. Если вы, например, переехали в другой район города Симферополя или в другой населенный пункт Крыма, либо в Севастополь переехали, то, конечно, вы уже обращаетесь в суд по месту своей регистрации, но новой. Но если вы проживаете там же, где и проживали и ранее, то, конечно, вы обращаетесь в тот же самый суд, а апелляционный суд в Крыму у нас находится на улице Севастопольской по таким делам, а в Севастополе он тоже, соответственно, на улице, сейчас не буду уже вспоминать, чтобы тратить время, тоже находится. Свой апелляционный суд в Севастополе есть. То есть это именно апелляционный тоже? Да, сначала вы обращаетесь в суд первой инстанции, и вполне возможно, что и он может признать ФМС, действия ФМС незаконными, но затем, если вдруг он вам откажет, вы, уплатив госпошлину 150 рублей, можете обратиться в вышестоящий апелляционный суд. Спасибо. Вот если более подробно еще остановиться на сроках вообще, насколько важны сроки, установленные законом в миграционной сфере? Бывают случаи, когда человек просрочил, например, миграционную карту и не выехал вовремя за пределы Российской Федерации. Здесь он столкнется, конечно же, с каким-то наказанием, да, с мерами, которые предусмотрены законом. Одни из этих мер – это может быть принудительное депортирование, да, и запрет въезда на различные сроки, насколько я знаю, это от 5 до 10 лет, возможно. Да. То есть это довольно-таки суровое такое наказание. Человек, даже если один день, 2 дня он просрочил, уже может это повлечь за собой вот такие последствия. Вот скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то какие-то возможности смягчить это наказание или каким-либо образом избежать? То есть в каких случаях человек, нарушивший сроки выезда, не будет все-таки принудительно депортирован? Вот в каких случаях это возможно? Вы совершенно правильно рассказали, что действительно надо очень серьезно относиться к срокам пребывания в Российской Федерации, помнить, что каждые 180 дней можно находиться иностранному гражданину, а граждане Украины являются иностранными гражданами сейчас для России, и то надо понимать, что надо пребывать не более 90 дней каждые 180 дней. При нарушении этого правила ФМС составит на такого нарушителя протокол по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которому такой иностранный гражданин будет признан виновным в том, что нарушил вот эти именно сроки. Там наказание идет штраф
около 2-5 тысяч рублей. Но самая проблема большая, конечно, не в штрафе. Дело в том, что по этой статье идет автоматически, если суд признает виновным человека по такой статье, то автоматически указывает в решении так называемое административное выдворение. Это просто обязанность этого гражданина уехать из России после этого решения суда. Суд выносит постановление, и гражданин с этим постановлением может уже ехать добровольно на границу. Но вот вы правильно совершенно сказали, что если будет в решении административное выдворение указано, то это автоматически означает, согласно закону о выезде и въезде, уже запрет на въезд в Российскую Федерацию на 5 лет. Это установлено прямо одной из статей этого закона. И причем об этом такому нарушителю объявят уже, когда он пересечет границу Российской Федерации. Скорее всего, сообщат пограничники об этом. Как этого избежать? Есть конвенция, согласно которой такое административное выдворение нарушает права человека, если у него при этом остаются в Российской Федерации сын или дочь или жена или подобного рода близкие, которые являются гражданами Российской Федерации. Обязательно, если такая ситуация у вас возникла, она бывает по-разному. Кто-то не проплатил патент трудовой заранее, кто-то там приболел и не успел, может, переоформить вид на жительство на еще один срок. Это могут быть не только граждане, да, вот Украины, которые являются иностранными гражданами, да, на территории Республики Крым, ну и также граждане Узбекистана. Да. Немало случаев, я знаю, что крымские татары, которые вернулись из Узбекистана и, например, оформляли вид на жительство еще при Украине, но не успели получить документы необходимые, они тоже сталкивались с такой проблемой, не знали, как дальше им быть, и необходимо было осуществить выезд. Совершенно верно. Ко мне также обращались недавно крымские татары с именно таким вопросом. У них была тоже такая ситуация, но однако у них были и как и жена, так и один из детей граждане Российской Федерации. Поэтому я им предложил, что можно собрать документы об этом, и уже в суде с этими аргументами очень реально, и такая судебная практика соответствующая уже не первый год существует в Российской Федерации, что если в суде предоставить документы о том, что у человека, который подвергся такому наказанию, есть жена, гражданка Российской Федерации, либо дочь, либо сын граждан Российской Федерации, обязательно нужно в суд тогда и ФМС изначально приносить эти документы, именно оригиналы. Конечно, их не заберут, но вы в суде дадете суду копии, а сами сохраняете себе оригиналы. Это будет основание, даже если суд первой инстанции это не учтет, обязательно нужно подавать апелляционную жалобу, и апелляционный суд уже с высокой долей вероятности учтет, что у вас есть такие родственники, и, скорее всего, вместо запрета на въезд вам дадут всего лишь штраф, и вы сможете оставаться уже в Российской Федерации. Конечно, вы обязаны будете в определенный срок очень быстро все-таки документы получить. Или вы имеете право выехать, заехать легально без запретов, получить миграционную карту и получать патент трудовой, либо вид на жительство, либо РВП, исходя из конкретной ситуации. Спасибо большое. Надеюсь, что нашим советом воспользуются телезрители, которые оказались, может быть, кто-то оказался в такой ситуации, и это поможет им вот избежать такого административного выдворения. Если вернуться вот также к срокам пребывания, скажите, пожалуйста, сколько иностранные граждане могут находиться на территории Российской Федерации по законодательству, и как можно продлить этот срок? Сегодня уже истекли все условные такие указания, которые существовали в 2014-2015 годах, когда определяли до августа 2015 года, когда давали устные указания о том, что продлять миграционные карты. Сейчас можно строго уже говорить прямо, что желательно не нарушать закон, чтобы въехать в Российскую Федерацию, побыть 90 дней и уехать, чтобы не искать себе проблем и не усложнять жизнь. Опять же, многие считают, что можно выехать и заехать. Вот ты приехал, 80 дней побыл, выехал и заехал, и снова пошли 90 дней. На самом деле это не совсем так. Да, вы можете заехать-выехать, но если вы не просто заезжаете и выезжаете, а планируете подать на получение разрешения на временное проживание или патента, либо что-то еще, то благодаря пограничникам это будет легко установить, что вы уже недавно пересекали. Таким образом, получается, что будет установлено ФМС, что вы нарушили, по сути дела, своими выездами, заездами, это 90-дневный срок. И вам могут отказать на этом основании в оформлении РВП, либо вид на жительство, либо трудового патента, либо иных других документов. Поэтому к этому относиться нужно серьезно. То есть изначально нужно спланировать свои действия, рассчитать время, потому что 90 дней не так много для того, чтобы документы оформлять, и затем уже все делать, без выездов, заездов желательно.
Спасибо. А что такое вообще РВП? Это разрешение на временное проживание. Можно ли, например, сразу перейти к получению вида на жительство и гражданство? Или сначала вот нужно именно РВП В получить? большинстве случаев, за исключением граждан Беларуси, любой иностранный гражданин обязан начинать свой путь к гражданству именно с РВП. Стоит упомянуть, что получение гражданства состоит из 3 этапов в большинстве случаев. Это разрешение на временное проживание, которое сначала получает иностранный гражданин или гражданин, в том числе Украины. Затем через год он или через 3, у всех по-разному, подает на вид на жительство уже. Вид на жительство – это практически паспорт, так у него много полномочий, все-таки это не гражданство. И после 5 лет проживания по виду на жительство уже иностранный гражданин имеет право подать на российское гражданство. Поэтому можно сказать, что разрешение на временное проживание – это первый этап из 3 на получение паспорта Российской Федерации. На каких основаниях можно получить РВП? Там 2 основания. Либо вы идете по квоте. Квота – это каждое начало года правительство Российской Федерации выделяет определенное количество квот на каждый регион. При этом они, разумеется, смотрят, где стоит привлекать мигрантов, где не стоит. Поэтому, например, в Крыму очень маленькие такие идут квоты. Если квоты были исчерпаны и вы не успели в них попасть, тогда у вас остается вне квоты. Это намного более простой, но однако там довольно основания редкие. Например, если вы родились в РСФСР, а многие считают, что если они просто однажды родились в Крыму, то это основание для получения. Это не совсем так. Крым находился в составе РСФСР. Я обращаю внимание, что РСФСР была одной из крупнейших республик Советского Союза. Это не был весь Советский Союз. Так вот, Крым был в его составе небольшое количество лет. Около 30-40-е годы, примерно так, приблизительно, но не совсем, не постоянно. Поэтому само по себе факт рождения в Крыму не всегда означает, что вам безусловно дадут вне квоты РВП. Затем, если у вас есть родственники здесь, например, вы вступили в брак с гражданкой либо гражданином РФ, это дает вам безусловное право по факту вступления в брак, дает право уже сразу подавать на разрешение на временное проживание, и вам должны его оформить независимо от квот. И подобные такие вот случаи, например, если у вас здесь живут дедушка-пенсионер или вы пенсионер, а у вас здесь дети, которые еще несовершеннолетние, вот подобное образование. Там еще есть список 5-7 пунктов насчет военной службы и высококвалифицированных специалистов, но это очень редкие случаи, поэтому я не думаю, что стоит на них останавливаться. Артем Анатольевич, вы упомянули о патенте. Вот расскажите, пожалуйста, как получить трудовой патент для работы на территории Республики Крым? Первых 2 главных условия. Вы должны заехать в Российскую Федерацию, в том числе в Республику Крым. При этом в миграционной карте вам нужно сразу указывать, что вы едете для трудовой деятельности и соблюсти 30-дневный срок с момента въезда для обращения в ФМС за получением такого патента. Патенты с недавних пор стали намного более предоставляют намного более широкие возможности, чем предыдущие патенты. Вы можете работать на больших работах, чем ранее по ним. Сама процедура его не сложна, но придется походить по больницам, получить различные справки, сдать экзамен и платить в месяц примерно 2500 рублей. Это оплачивает работодатель. Ежемесячно? Ежемесячно. Я сегодня непосредственно перед эфиром заходил на официальный сайт правительства, и там ясно указано, что как оно было 2500, так оно и осталось в месяц. То есть и эта информация актуальна. Также не стоит забывать, что если вы такой работник многопрофильный, что вы работаете и в Крыму, и, например, в Краснодаре, то вам каждый раз надо будет проходить эту процедуру заново. То есть вы один будете патент иметь в Крыму, второй в Краснодаре будете оформлять. Это в зависимости от областей. Поэтому в целом процедура не сложна. Единственное, что нужно будет постоять в очередях, и работодатель должен будет оплатить определенные сборы. И дополнительная нагрузка на бухгалтера. Спасибо большое, Артем Анатольевич, за то, что вы к нам пришли в студию сегодня и поделились ценными такими советами. Что касается миграционной сферы, как защитить свои права в этой сфере. Наша программа на этом подошла к завершению. Напомню, сегодня мы говорили о вопросах получения гражданства в Российской Федерации иностранными гражданами. Пояснения и советы по этой теме давал юрист Артем Ерофеев. На этом все. До встречи уже в четверг в 19:00. Оставайтесь на нашем канале.